Меня зовут Уморов Максат. Школу закончил в прошлом году, решил в этом году пересдать ОРТ и, как видите, взял первое место. Ну как первое, там разделяю с 3 людьми. И поздравляем вас с этим отличным результатом. Да, спасибо большое. А в какой школе вы учились? Я учился в столичной 29-й гимназии на протяжении всех 11 лет и да, окончил в прошлом году. А в прошлом году вы тоже сдавали ОРТ? Да, в прошлом году я тоже сдавал ОРТ, рассчитывал на золотой сертификат, но там пару баллов не хватило и, бывает. Очень обидно, наверное, было, да? Да. Потому что я в прошлом году очень много готовился, и на пробниках набирал около 230 баллов, 227 был последний пробник. И было обидно не получить золотой сертификат, когда ты практически был уверен, что ты возьмешь его. А какой у вас был тогда результат? Тогда я взял 217 баллов в прошлом году. А сколько не хватило до золотого сертификата? С того года проходной балл к золотому сертификату был 223 балла, не хватило ровно 6 баллов. Это фактически 3 ошибки, которые я мог сделать там. А вы думали, где могла быть ошибка? Вот как-то вспоминали потом? Да, конкретно я знаю. Я в прошлом году после теста нашел у себя около 2-3 ошибок. Я точно знал, что я там ошибся. Особенно в некоторых более субъективных частях, особенно в секции аналогий и чтения и понимания. Я спрашивал у друзей, как они отвечали на те же самые вопросы, и у нас ответы расходились, поэтому я примерно думал, может, у меня неправильно там. А вы тогда в прошлом году не стали поступать или как? В прошлом году я поступил, но поступил в Академию ОБСЕ. Это новый универ, который открылся для бакалавров в позапрошлом году, но я отчислился оттуда и переподаюсь. А в связи с чем? Почему? Я просто передумал поступать, там же специальность экономика, а я передумал поступать на экономику, я решил перепоступить на другую специальность, а именно IT. А этот университет здесь, в Кыргызстане? Да. То есть вы год проучились и потом поняли, что это вам не подходит? Да. А вообще сложно было там учиться? Учиться там, наверное, больше сложнее, чем просто. Но с моей точки зрения, я просто привык учиться на английском, потому что готовился к международным тестам на английском, поэтому мне давалось это относительно проще. А когда я спрашивал своих одногруппников, они говорили, что довольно тяжело адаптироваться. Но на самом деле там обучение довольно хорошее. А там было обучение контрактное или грантовое? Там полностью бесплатное обучение. Если ты поступаешь туда, ты учишься бесплатно, и у тебя вдобавок есть стипендия. То есть, получается, они не обращают, они не ориентируются на результат ОРТ, да, этот университет? Нет, они, с самого начала вы должны сдать вступительные тесты. Если вы проходите вступительные тесты, вас будут оценивать на основании ваших баллов ОРТ, как основного, так и дополнительно, там вроде спрашивается математика. А почему вы решили, что это направление не подходит? Почему? Меня всегда тянуло к более техническим специальностям, но тогда я что-то, наверное, не совсем познавал себя и осознавал, что есть мое, что есть не мое. И когда я опробовал, так сказать, тест-драйвнул эту специальность, я понял, что это не совсем мое. А сейчас у вас какие планы? Сейчас я на самом деле поступил в Гонконг и в Венгрию. Я буду думать между двумя этими странами и конкретно куда поступать, но больше склоняюсь к Гонконгу, потому что он более ориентирован на технические специальности, чем Венгрия. А туда вы поступали по результатам их тестирования, да? Их экзаменов? Нет, у них нет своего собственного вступительного экзамена. Они оценивали меня в общем, оценивая все мое портфолио, достижения и тому подобное, но одним из основополагающих факторов является все-таки ОРТ. А сложно было во второй раз идти и снова переживать все это, проживать? На самом деле, мне казалось, будет тяжело. Но из-за того, что я в прошлом году весь этот процесс уже прошел, уже все знакомое и нет ничего неизвестного, было довольно легко. Я даже удивлялся, что я сижу на тесте, и у меня нет такого волнения. Или это из-за того, что мне не особо было... я не сильно, наверное, фокусировался на своем результате этого теста. Если я в прошлом году 5 месяцев, 6 месяцев готовился и прям стремился к этому золотому сертификату, в этом году у меня не было прям такого сильного стремления, но получилось, как получилось. То есть вы отпустили ситуацию? Да. Ясно. А вы, получается, в университет поступили до еще оглашения результатов ОРТ, да? Да.
Я поступил туда еще до оглашения результатов, около марта-апреля этого года. И в Гонконге у меня обязательно спрашивали то, чтобы я сдал ОРТ и показал им результат этого ОРТ. А почему эта страна, и чем она вас привлекает? Это же Азия, а в Азии сейчас как раз-таки рост технических специальностей, именно, особенно IT-технологии и тому подобное. Тем более я посмотрел, мой универ находится на 30-м месте в мире именно конкретно по моей специальности. Data Science — это отделение программирования, и поэтому я больше склоняюсь к Гонконгу, чем к Венгрии. На самом деле, мне кажется, то, что они оценивают все портфолио, это так, чисто на бумаге, потому что это все-таки азиаты, и они очень любят, когда у тебя очень высокие результаты по тестам. И поэтому, мне кажется, все-таки сильным фактором для моего поступления стали результаты тестирования. А что сказали ваши родные, когда вот вы решили сменить направление и заново Они абсолютно поддерживают меня. Они всегда поддерживали меня в любых моих начинаниях, говорили, если тебе это нравится, то иди туда, где тебе нравится. Вот. А как я поняла, вы ко второму тестированию особо не готовились? На самом деле, да. Потому что ко второму тестированию я уже имел некоторую базу. Я в прошлом году занимался в School Club, это образовательный центр, один из самых популярных. И на протяжении 6 месяцев я получил, наверное, достаточно много знаний, чтобы набрать себе эту базу. И к этому тесту РТ я готовился максимум неделю-две. Просто повторил то, что знал уже. По математике у меня никаких проблем не было, потому что я сам, наверное, более прирожденный математик, чем любые другие сферы науки. А к русскому мне приходилось готовиться. Потому что русский язык, несмотря на то, что у меня интуитивная, наверное, есть интуиция, которая помогает мне отвечать правильно, мне приходилось вспоминать правила и подобные вещи. Я на это потратил больше всего времени. А были ли еще какие-то сложности в повторном тестировании? Что-то новое для вас, может быть? Тест по кыргызскому языку. Его же добавили только в этом году, и ты обязательно должен его сдавать. Я думал, что я его сдам, и мне кажется, ну да, я, наверное, скорее всего сдал его, но он оказался гораздо тяжелее, чем я предполагал. Вот. А в чем она была тяжелой? Ну, из-за того, что я учился на русском языке, и очень мало у меня приспособленности к кыргызскому языку. Да, я знаю кыргызский, но на более бытовом уровне, где я могу общаться с родителями дома или где-то еще. Но как такого академического кыргызского языка, адабий кыргызского языка, у меня особо не было, поэтому было тяжело с словарным запасом, или там еще спрашивали у тебя пословицы на кыргызском языке, а я их вообще не знаю. А вы знаете, какие у вас результаты по предметные результаты? Скоро узнается, когда я получу в резиденции свой сертификат ОРТ, и тогда, да, узнается. Кстати, как вы узнали о результатах? Это была очень интересная история, потому что я играл с друзьями в волейбол, у нас был прям очень матч, и разгар этого матча, и мы играли в 3 команды. То есть 2 команды играют, 3 отдыхает, пока одна из команд не проиграет. И вот отдыхающая команда, они пошли на улицу, там, в магазин себе что-то взять, и они заходят обратно и кричат мне, типа, Максат, ты взял 2-е место, ты топ-2, я такой... в смысле, какой топ-2? Я еще думаю, что за 2-е место, не совсем понимаю, о чем они, и говорю, нет, все равно, давайте потом поговорим об этом, потому что у нас прям разгар матча, и мы проигрываем, поэтому, когда они мне конкретно сказали, что я взял золотой сертификат, я прям очень удивился, выбежал оттуда, посмотрел, а у меня там телефон стоял в раздевалке, и он прям буквально разрывался от сообщений, звонков и тому подобное. В первую очередь я позвонил родителям, сообщил им это, они очень обрадовались, и после я получил еще миллиарды поздравлений от всех моих знакомых. Ясно. А вообще вот что вы испытали, когда увидели себя в этом списке? Может, какое-то удивление, шок, это понятно, да? То есть это в первые секунды такие эмоции. Но потом, может, какое-то внутреннее удовлетворение, какое-то понимание. На самом деле, мне кажется, я все еще прохожу вот эту стадию еще отрицания того, что я стал одним из лучших сертификатников этого года, потому что, мне кажется, я не совсем осознаю, что я действительно стал одним из лучших в стране, и осознание еще мне должно прийти на момент, когда мне это, наверное, вручат, и поздороваюсь с президентом, и мне кажется, это происходит из-за того, что я не сильно прилагал усилий в этом году.
А если, как условно, в прошлом году я там учился буквально по пару часов в день, по 5-6 часов в день на протяжении нескольких месяцев, то эффект был бы гораздо сильнее, наверное. То есть вы все еще не верите, что вы оказались одним из лучших? На самом деле нет. Вообще, вот какие советы, рекомендации вы можете дать тем, кто готовится к ОРТ? Вот, может, есть какие-то лайфхаки, вот, отработанные приемы, способы? Да, конечно, есть. Там очень много советов, лайфхаков, но если говорить в общем, наверное, с самого начала нужно готовиться очень рано. Потому что чем раньше ты готовишься, тем больше вероятность, что ты сдашь ОРТ успешно и сдашь на свой необходимый балл. Потому что чаще всего выпускники ошибаются в том, что думают, вот у меня 3 месяца, целых 3 месяца, я смогу вообще легко подготовиться. На самом деле 3 месяцев вообще тебе не хватит. Потому что у тебя там суета из-за выпускных, невыпускных и тому подобных вещей. Тебе нужно готовиться в универы, сдавать вступительные и тому подобное. Там очень много важных дел накладываются друг на друга, из-за чего время у тебя очень сильно сокращается. Поэтому чем раньше ты начнешь, тем лучше ты подготовишься. После, наверное, не стоит волноваться во время теста, потому что волнение во время теста позволяет тебе не сдать ОРТ на тот балл, который ты хочешь. Потому что у меня бывало такое, что я сижу условно на первой секции математики, и я долго думаю, 17 плюс 3 это сколько? Это 20 или вообще что? Потому что появляются вот эти проблемы с доверием к самому себе, потому что ты не совсем понимаешь, правильно ли ты решаешь или неправильно решаешь. Потом там есть еще очень много самих лайфхаков к конкретным секциям. Наверное, к математике больше всего внимания нужно уделить, потому что математика у нас учится не совсем классно. Если вот нет ни одного золотого сертификатника, у которого не практически полная математика, и если ты не берешь ее полностью, то, скорее всего, уменьшается вероятность того, что ты возьмешь золотой сертификат. Проблема в том, что математика у нас учится не совсем классно в школах, и тебе нужно больше понимания этой математики, нежели как у нас в школах говорят, вот выучи вот эту формулу, вот видишь такой случай, подставляй эту формулу в этот случай. Поэтому, наверное, стоит больше пытаться понять эту математику, обращать внимание на это. К этому есть очень много YouTube-каналов и огромное количество ресурсов для конкретного понимания математики, нежели чем заучивание этой математики, поэтому вот такой фокус был бы классный. Потом еще к секциям аналогий и чтения понимания, это вот средние секции в ОРТ, наверное, стоит прикупить книжку ЦОМа. Она называется «Сборник» или как-то там, ну вот, в офис ЦОМа, если сходить, они продают эту книжку за 350 сомов. Если по ней готовиться, там идеально написана логика и как вообще эти вопросы составляются, и куча-куча примеров. И если прорешать их все, выучить все логики, по которым аналогии делаются, то очень огромная вероятность, что ты сдашь эту секцию вообще классно. И последний момент, наверное, русский язык. Вот русский язык, если ты не заучиваешь, то будет очень-очень грустно, потому что там очень мало вопросов, и все эти вопросы очень сильно оцениваются по системе баллов ОРТ. Как я готовился? Я готовился по ЕГЭ, то есть это вариант вот такого вот теста, только в России. Да. И у нас ОРТ практически идеально написан как ЕГЭ. Если условно найти типовые вопросы ОРТ и прорешать все такие похожие вопросы на ЕГЭ, то с большей вероятностью ты сдашь ОРТ очень классно именно эту секцию русского языка. И вроде все. Насчет волнения, это ведь такое чувство, которым человек не всегда может управлять, но как все-таки в этой критической ситуации возобладать собой? Мне кажется, волнение, наверное, зависит от двух вещей. Первое – это то, что ты привык ты или не привык к такой обстановке. Если ты условно сдаешь пробные тесты ЦОМа, где буквально практически идеально показываются условия реального ОРТ. Вот ты идешь в КЭУ условный и сдаешь пробный тест ЦОМа. И вот привыкая к такой обстановке, решая вокруг похожих людей и привыкая к этому стрессу, наверное, можно избежать этого стресса на самом тесте. И второе, наверное, если первое было привыкание, второе… Ну, здесь паузу же можно оставить? Да, конечно. Да, я забыл, что я хотел сказать. Так, привыкание, второе… Все, вспомнил. Второе, наверное, это фокус на самих результатах этого ОРТ. Если ты очень сильно думаешь, что от всего этого теста зависит вся твоя жизнь, то это не так.
было много-много ситуаций, когда люди плохо сдают ОРТ, но попадают в какой-нибудь все еще достойный вуз и все еще получают нормальную работу, реализуются в жизни и тому подобное. Это не конец жизни абитуриента, если он сдает ОРТ плохо, у него все еще есть очень много возможностей других, пересдать ОРТ или, не знаю, пойти в другой вуз, другую специальность, найти свой собственный путь в своей жизни. И если, наверное, воспринимать ОРТ как этап своей жизни, который нужно всего лишь пройти, то стресса будет гораздо меньше. А вот знаете, некоторые говорят, некоторые вот не готовятся, просто приходят, сдают и получают такие результаты, они потом сами в шоке от этого и говорят, что не нужно готовиться, просто прийти выспавшимся, в хорошем настроении и сдать, ответить то, что ты знаешь. А у других все-таки более другой подход, да, вот как вы сказали, да, то есть нужно готовиться, привыкать к обстановке, оценивать свои сильные, слабые, свои стороны и сильные, слабые вопросы, ОРТ тоже в том числе. Вот, как вы все-таки думаете? Это все индивидуально. Вот, если честно, бывают люди, которые имеют хорошую логику, знают математику, у них есть база, и они довольно хорошо знают русский язык. Вот им, я согласен, можно не готовиться. Но заметьте, не все люди такие. Не у всех есть вот эта прирожденная интуиция и подобные вещи, поэтому готовиться все же стоит, если вы хотите поступить в какой-нибудь вуз. Если я говорю, что я в этом году не готовился, это не значит, что нужно поступать точно так же, как я. Потому что я, заметьте, тоже готовился в прошлом году очень много, наработал эту базу и имею эту базу, мне всего лишь необходимо было повторить, нежели чем учить. Вот, поэтому, мне кажется, все еще стоит готовиться, потому что 90% людей, даже если они будут думать, что сдадут ОРТ без подготовки, то на самом деле это не так. Вы не обладаете достаточным количеством информации, чтобы, наверное, думать, что вы сможете сдать ОРТ не готовясь, поэтому, мне кажется, не стоит играть в эту русскую рулетку, а все же стоит подготовиться. Ясно. Спасибо вам большое, Максат, что нашли время, поговорили с нами. Желаем вам удачи, чтобы не только на ОРТ, но и в университете, и вообще в жизни, и в других ситуациях вам легко и давались такие решения и результаты. И вам спасибо большое, что пригласили.